один человек не может создать что-то хорошее, всегда нужна команда. А если есть команда, то нужен бренд уже, который существует. И таких брендов на рынке Украины их немного. Есть некоторые компании, которые были впереди и упали. Очень. Но салонный бизнес в Украине, он требует в данный момент очень сильного развития, я считаю. Он стоит на месте, и есть пару компаний всего лишь, которые находятся далеко впереди, а все остальные находятся далеко сзади, эти компании. Когда я шел в профессию, мне казалось, что я буду только стричь то, что мне нравится. И я был в этом уверен. Поработав в этой профессии, я понял, что это не работает. И таким образом я не смогу добиться тех высот, которых я хочу добиться. Я начал разделять. Я начал ходить в салон ради того, чтобы клиент, который приходит ко мне, вставал с улыбкой из моего кресла, а в академии я начал делать уже то, что мне нравится. И когда я преподаю, все-таки для парикмахеров я могу полностью показать свои умения и свой скилл, так сказать. Самое главное и крутое, что может быть, когда ты работаешь на той работе, которая тебе нравится. Когда ты проработал целый день и ты не устаешь. Вчера я закончил в 8 вечера, но у меня сейчас очень такая активная фаза моей трудовой деятельности. Я пришел домой, открыл бутылку вина, сел дома в удобное кресло, за компьютер и 3 часа еще провел за монтажом видео. То есть и так каждый день. Я никогда не хотел салон, честно, всегда откровенно говорил всем. Почему? Потому что я понимал, какая-то ответственность. И когда ты приходишь, опять же, повторюсь, на работу, ты стрижешь сам. А так ты приходишь в салон, ты стрижешь, но еще ты должен помогать ребятам, которые находятся вокруг тебя, подсказывать им. Со мной произошла небольшая неприятная ситуация, и я пролежал в больнице 3 месяца. И мне в голову пришло, что все-таки должно что-то работать вне, что не касается тебя. То есть никогда все создано, когда ты преподаешь, работаешь в салоне, ездишь, делаешь какие-то клипы, съемки, еще что-то, но все завязано на тебе. И как только с тобой что-то случается, ты сразу выпадаешь. Если ты выпадаешь надолго, про тебя забывают, и пока с тобой что-то, грубо говоря, ты не можешь работать, ты тоже не зарабатываешь ничего, а жить все-таки как-то надо. Я считаю, что вдохновение можно питать от всех вещей, которые вам нравятся. Это любимый человек, прогулка на велосипеде, музыка, когда у вас есть время ее послушать в наушниках, еда, вино. Для меня это путешествие, это все, я от всего беру вдохновение, абсолютно.